Конечно, нужно оберегать не только новые технологии, но и исторические памятники. Так, сегодня якутские спасатели буквально спасли шахту Шергина. Напомним, именно она стала первым источником фактических данных, доказывающих наличие вечной мерзлоты. Отчего же спасали шахту, расскажет Сергей Алексеев. Во время памятного пожара деревянный настил, установленный 2 года назад, на всякий случай не дал воде просочиться вглубь шахты. Но она образовала ледовую пробку. 7-метровую толщу выдалбливали 2 недели. Как выяснилось, сегодня доски, принявшие на себя многотонную нагрузку, выдержали. Замена конструкции – занятие опасное, поэтому к работе приступили бойцы Республиканской службы спасения. Земля! Все, понял. Пошел. Причем спасателей не смутило, что это место буквально окутано мистическим ореолом. Первые бригады, восстанавливавшие Шергинскую шахту, в какое-то время бросили свою работу и даже отказались от оплаты. Цепь несчастных случаев происходила, значит, связанная и с травмами, и с поломкой техники. И в итоге вот эти вот бригада, которая тут работала по восстановлению, она пришла к выводу, что здесь связано вот именно с какими-то мистическими делами. Отметим, что в этот раз все обошлось без потустороннего вмешательства. Через час после спуска спасатели поднялись целыми и невредимыми, выполнив монтаж настила в штатном режиме и без происшествий. Работа прошла спокойно, без фанатизма. Нормально, в принципе, никаких трудностей не было, как обычная работа. В будущем восстановительные работы в шахте Шергина продолжатся. Ее оборудуют для посещения горожан и туристов. Со смотровой площадки можно будет полностью увидеть всю глубину 116-метрового исторического сооружения. Сергей Алексеев, Василий Слепцов, НВК СХ Якутск.